Тундра. Бескрайние просторы с небольшими пригорками и долинами. Ручьи и озера. Болотистая местность. Летом обилие комаров, зимой снежные горизонты. Именно в таком ландшафте постоянно пребывал кочующий по северу оленевод из ижемских коми. Летом поближе к морю, а зимой в более южные места, в Мезенские леса, Припечорские и Ижемские селения. Тундра и одевала, и кормила, и, как нетрудно догадаться, основное пропитание человек также добывал в тундре, хотя и со временем стали доминировать покупные продукты. Ижемские коми, занявшись оленеводством, освоенным у немцев, переняли и важные черты традиционной кочевой кухни. Однако переняли и многое другое, что было характерно оседлым коми, живущим при печорских и ижемских селениях. В тундру коми взяли очень важную и нужную в кочеве часть домашнего уюта – железную печку, которая совершила, если не революцию, то существенно повлияла на изменения в питании. На печи можно было приготовить и согреть пищу, высушить намокшее белье и согреться. К тому же, печь намного безопаснее, чем открытый огонь в очаге. Основные блюда коми-оленеводов, как нетрудно догадаться, традиционно состоят из оленьего мяса, дичи и рыбы. Олень составляет смысл жизни оленевода. Оленина часто используется в пищу, в жареном и вареном видах. Употребляется оно и в соленом, и в копченом, и в сушеном видах. Часто оленеводы готовят жаркое. Нарезанные кусочки мяса варят в небольшом количестве воды, добавляя соль, иногда смешивают с макаронами. Получается вкусное блюдо, похожее на гуляш. Своеобразным блюдом является хайна. Это оленье мясо, нарезанное на небольшие куски и обжаренное на сковороде или прямо на железной печке. Во время ямдания и охраны оленьих стад особо ценилась вяленая или сушеная оленина и рыба. Ижемцы в зимнее время едят строганину, которую называют по-коми кын-яй или айбарш по-ненецки. Когда ямдают, переезжают с места на место, особенно зимой. Хоть как бы ты ни замерз, нужно сначала поставить чум, приготовить еду. Первое блюдо – это мясо замороженное. И сердце, и почки едят, а легкие это не едят. Истинные ижемцы, в отличие от ненцев, не пьют оленью кровь. Ижемские оленеводы при забое оленей в тундре выкапывают небольшую ямку в земле, укладывают в нее шкуру шерстью вниз и сливают туда кровь. Однако те, кто постоянно контактирует с ненцами, не могли не попробовать кровь оленя. Богатую витаминами оленью кровь рекомендуют пить больным. Из оленей крови пекут кровяные блины, вираблин. Пекут на масле, а когда имеется в наличии, то и на оленьем жире, карвый или карчаг. Это карчаг, дар, шуся дар. Когда блины пекут прямо на печке, поверхность печки обрабатывают солью. Это как дезинфекция. Распространенным мясным блюдом является суп из оленины, яя-шид, и дичи, утка-шид, утки, гуся. В качестве заправки супов используется крупа сечка или мука из ячменя. Позднее стали добавлять картофель. Измельченное мясо из бульона подают как отдельное блюдо, а бульон пьют. Поэтому среди ижемцев в ходу такое выражение, как «шит-таю» – «пей суп», в то время как остальные коми говорят «шит-тащой» – «ешь суп». В пищу идут также другие органы и части оленя. Готовят блюда и из головы. Челюсть олененка прожаривают в печке. Печень и язык жарят на печке. Некоторые солят оленью печень в баночке, как скоросолочка. Вымытые кишки идут на жаркое, а большую брюшину отдают собакам. Из голов и ног животных часто готовят студень, который оленеводы называют кишель или джеран-кишель, желейный кисель. В пищу идут также молодые отростки оленьих рогов. Они называются панты или мора. После обжарки на огне их перед употреблением немножко солят. В рационе коми-оленеводов часто присутствует рыба, выловленная в реках, озерах или на побережье моря. Из рыбы варят уху, ее солят и квасят. Для ухи считается самой лучшей жирная красная семга или белая, сиг, зельдь, хариус, пелядь и другие рыбы. Камбалу и навагу некоторые тоже не считают за рыбу. Наиболее вкусной рыбой считается омуль. Щуку употребляют в жареном виде, так как она имеет много костей. Щуку засаливают, соленую варят и едят ее с луком и растительным маслом. Из рыбы готовят даже салат. Он называется неся или мачка. Отварную рыбу мельчат, добавляют горячий кипяток, дикий зеленый лук, растительное масло, горчицу. Едят такой салат, макая в него хлеб. Для длительного хранения рыбу засаливают, замораживают или ферментируют. Для ферментации рыбу засаливают и оставляют, если летом, на солнце,
а зимой заносят в теплое помещение. Рыба считается готовой, когда у нее появляется специфический запах. Ижемцы такую рыбу называют как тундраса-черри, рыба из тундры, кардор-черри, оленеводческая рыба, или шома-черри, рыба с душком. Большинству такая рыба известна как рыба печорского засола. В тундре во время стоянки бочки с засоленной рыбой ставят в вырытую яму. В зимнее время мерзлую рыбу, подсаливая, едят как строганину, срезая стружками или разрезая на тонкие кусочки. Из рыб готовят рыбники, кулебяка. Их пекут на сковородке. Кулебяки готовят в форме рыбы в открытом и закрытом видах. Мы раньше готовили в тундре из красной рыбы. У нас был в основном голец с гольцом, а здесь сегодня я с филом готовила. В общем, рецепт самый наипростейший. Это вода, это соль, мука, дрожжи. Все. Начинка морожка с сахаром и рыба с солью. Коми-хозяйки включили в тундровой рацион очень важный продукт – пшеничную муку для выпечки. Без выпечки гостей не принято принимать. У хозяйки всегда наготове мука, масло, яйца. На тот момент, если приедут неожиданные гости, можно на печи быстро приготовить выпечку, блины или оладьи к чаю. Тесто в последнее время на дрожжах. Хлеб из ячменной муки называют тяпыш или каднянь. Иногда добавляют муку из высушенных рябиновых листьев, которые готовят так. Листья кладут плотно в чугунок, заливают немного воды, закрывают плотно крышкой и томят в печке. Вынув из чугунка, листья сушат на ткани, а потом размельчают. Рябиновую муку добавляют также в суп и молочные продукты. Кочующие по тундре оленеводы в последнее время хлеб возят с собой. Это сухари, костнянь или замороженный хлеб, кыннянь. Летом возят сухари, которые ранее для них специально сушат и упаковывают в мешки в местных пекарнях. Оседлые коми активно начинают использовать в пищу грибы, чак. В тундре растут подберезовики, абабки, болотники, груздь, волнушки, опята, сыроежки, лисички. Грибы варят, жарят, солят, сушат, готовят суп с грибами. Грибы в качестве начинки добавляют в пирожки. Тем не менее, грибы оленеводы особо не любят, так как у них и так мясо в изобилии. В осенний период обилие грибов добавляет работы оленеводам-пастухам, ибо олени в поисках грибов начинают разбегаться. Анна Михайловна Рочева из поселка Каратайка говорит, что чак пон шоян, гриб – собачья еда. Осенью хозяйки чумов заготавливают морожку, мырпом, бруснику, пу, голубику, голубель или чад, чернику, водянику. В местной терминологии психа. Для изменения вкусовых качеств смешивают несколько видов ягод и иногда добавляют сахар. В пищу употребляют яйца птиц. Приготовленные из яиц блюда называют кашей. В качестве напитка в коми-оленеводы чаще используют чай. Заваривают иван-чай и другие травы. Дети и больные, находившиеся в тундре около оленьих стад, иногда пьют оленье молоко. Кар-ульо. Нужно отметить, что коми-ишенцы православные, и они даже в условиях кочевья умудряются соблюдать установленные церковью религиозные посты и готовить постную еду. Пэс шоян. Распространяется запрет на употребление мяса и рыбы. Если варят мясо, то пьют только бульон, едят разного вида каши. Перед едой говорят «Господь, благослови чойны», «Господи, благослови есть». Соблюдаются за столом определенные запреты и предписания. Так нельзя класть нож на тарелку. Мотивируют данный запрет легендой о том, что по приказу Ирода была отрублена голова пророка и крестителя Иоанна Предтечи. Первым делом гостю предлагают чай. В чуме раньше всегда стояли самовары. Однако гость должен знать, что предложение чая постепенно перетекает к другим блюдам и обильному гостеванию. Из-за стола в чуме принято выходить в сторону выхода. И совершенно нельзя переходить за печкой, где хозяйки держат икону, посуду и пищу. Гостя следует проводить из чума. Бурморца коляданы, чтобы нечто навоис, а легсе, чтобы не нам изну. Хорошего человека провожают, чтобы еще раз пришел, а плохого, чтобы ничего не унес. Специфическое питание коми-оленеводов сохраняется, хотя и в рацион постепенно входят продукты, купленные в магазине. Чаще всего такие продукты покупают с большим сроком годности. Тем не менее, мясо, рыба и дикоросы в определенное время кочевья занимают основное положение. Вот рассказать-то о еде коми-ижемских оленеводов рассказал, но лучше вам постараться самим попробовать такую еду. Я, например, ел все из сказанного. Больше всего мне понравились блины на печке с маслом. Ложечкой пробуешь морожку, закусываешь блинами, запиваешь свежезаваренным иван-чаем. Как вкусно!